вас сегодня любовью Христовой. Спасибо, что сегодня вы пришли на это место. Вот видите, как столько дыма, да? И это не просто, это очень важная ситуация, так скажем, да? И у нас большое призвание заступиться за такие ситуации. Мы церковь, мы посланные Богом. И сегодня, когда будем поклоняться Богу, когда будем молиться, всем сердцем, всей душой взывайте, потому что есть у нас заступник на небесах, ходатай за нас, Иисус Христос. И когда будет взывать народ Божий, Господь будет совершать нечто такое, что будет прославлять Его имя. Поэтому я сегодня прошу вас, побуждаю, чтобы вы искренне простирались к Нему. Будьте благословенны, драгоценные. Давайте прославим нашего Господа, будем поклоняться Ему всей силой, всей душой своей, всем сердцем. Аминь. Создан небо, создан звезды, создан землю, Ты наш вечный Бог, славим небо, славят звезды, славят все, Тебя, Господь, лишь одного. Тебя
я быть наша ближе тебе, наша ближе. Хочу я быть наша ближе тебе. 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 Наша ближе, хочу я быть наша.
сидеть дома в таком уюте, в таком благоустройстве, когда у нас есть увлажнители воздуха, есть у нас кондиционеры. А вообще земля, она горит, люди, горит земля. Это страшно, потому что я хочу сегодня склониться молитве, хочу сегодня вести молитву не так, как обычно. Я хочу по-другому сегодня молиться. Я хочу сегодня с вами, с церковью мою, принести покаяние за мой народ, который всю свою сознательную жизнь поклонялся Духу огня. Вы представляете, когда вот чему поклоняешься, он возрастает, и он может тебя вообще лица земли стереть. Я знаю, что в нашей земле, в России и в других странах еще другие нации поклоняются огню. Проводятся ежедневные фестивали поклонения Духом огня. Это проходит в Ханты-Мансийске это. И поэтому я призываю сегодня церковь, заступники, ходатаи Божий, голос Божий. Я призываю вас сегодня склониться молитвой всем сердцем, всей душою. И мы не хотим, чтобы мы сгорели, эта земля наша, чтобы она превратилась просто в полигон, где могут люди, которые светолюбивые, делать полигон полезных ископаемых, чтобы обогатиться этими богатствами. Богатство недра земли Якутии принадлежат Якутии, якутскому народу, тем народам, которые живут на этой земле. Потому что Господь хочет поднимать эту землю, чтобы оно стало благословением для всей земли, для всего мира. И я хочу склониться перед Богом моим сегодня на колени. Просто это невозможно, когда мы приходим в церковь и молимся. Господи, благослови нас, Господи, исцели нас. Господи, пожалуйста, приди и помолись. Дай мне что-то, потому что Ты имеешь восполнять все наши нужды. Но сегодня пусть наш голос будет звучать по-другому. Господь, милостивый Отец Небесный, мы склоняемся перед Тобой в молитве во имя Иисуса Христа. Ты наш ходатай, Иисус, заступник. О, Господи, презри на этой земле, Господи. Ты сказал, чтобы мы прежде всего начали молиться за начало Твоей власти, Господь. Ты говоришь в Слове Своем. Итак, прежде всего, я хочу, чтобы
ответа, Господь, потому что Ты искупил нас своей драгоценной кровью на том кресте, на Голгофе. Ты все дал, в чем мы нуждаемся. И мы сегодня не смеем просить Тебя, дай, Господи, благослови, изливай, но мы просим искренне Своего содействия. Ты приди, Господь, на эту землю, призри, Господи, и спаси и сохрани, спаси ранее. Славу Твоей, Господи, пусть они прославится Твое имя, и народ, который здесь живет, увидит Твою славу, Господь. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господи. Аллилуйя. Во всем да будет воля Твоя, благая, угодная и совершенная. И весь народ Божий сказал: Аминь. Слава Тебе, Господь. Благодарим. Сегодня слава Тебя, Господь. Тебе, потому что Ты есть наш ходатай. И сегодня у нас есть дети. Мы хотим помолиться за детей. И драгоценная сестра Наталья Дмитриевна, служитель воскресной школы, молиться за детей. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Сегодня у нас есть гости, пастор Союзка, Вячеслав Дмитриевич. Вера к нам приехала, она учится в Краснодаре. Приветствуем тебя, дорогая сестра Вера. У нас есть гости из Вилюйской церкви, сестра Галина, брат Шутарской церкви. И кого я не сказала, которые у нас гости, вы меня простите. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, за то, что у нас есть служение прославления, оно обновляется, набирает обороту, силу Божью. Спасибо, Зоя, Данил, Маргарита, Жанна, Вячеслав. Спасибо вам за ваше служение. Пусть Господь еще больше благословит вас. Пусть будет слышать звук небес и будет высвобождаться песня небес, музыка небес в этой церкви. Аллилуйя. Аминь. Где еще Сонечку забыли? Наталья Дмитриевна. Она за ними пошла, видимо. Слава Богу за детей. У нас в одно время была такая ситуация, что в церкви были одни и те же дети. А потом Господь начал изливать свои благодать на нашу церковь и начали рождать те, которые долго ждали детей, у которых долго не родилось детей. И сегодня наша церковь, она уже в полноте. У нас много детей от 0 и до студенческого возраста. И это есть благословение Господа. Аллилуйя. Молодец. Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за каждого ребенка, которого Ты сегодня нам дал, в каждую семью. И мы благословляем их, Господь, не только тех детей, тех подростков, которые сегодня находятся здесь, но мы благословляем всех наших детей, которые находятся где-то дома, в других городах, Господь, неважно где. Но Ты, Господь, просто благослови своей крепкой рукой каждого нашего ребенка, чтобы исполнилась Твоя воля в жизни каждого, чтобы они познали Тебя, как своего Господа и Спасителя, чтобы они ходили Твоими путями, Господь. Просто Ты вразумляй, Господь, Ты научай, Господь, ходить Твоими путями. И вложи в их сердца, Господь, любовь к Тебе, любовь к людям, послушание своим родителям, Господь, послушание Слову, Господь, Твоему Слову. Пусть они просто это Слово ценят, Господь, полюбят это чистое словесное молоко, Господь, которое поможет им просто возрасти, Господь, к Тебе. И, Отец Небесный, просто пусть наши дети будут успешны во всех своих путях, и в учебе, и в работе, и, Господь, в хождении с Тобой. Пусть, Господь, успех ждет на всех их путях, пусть они будут здоровы, защити их, Господь, от всякой болезни, от всякого вируса. Пусть ни один вирус, ни одна болезнь не прикоснется, Господь, к ним. И также, Господь, пусть они выбирают правильных друзей, и на которых они будут влиять, Господь, иметь влияние, Господь. И Ты, на которых можешь влиять через них, Господь, и помоги противостоять всякому искушению, всякому злу, защити их от всякого греха, Господь. И
И мы просто не переживаем за них, как родители, мы просто стоим за них в молитве и отдаем их в Твои любящие руки, Господь. Благослови, Господь, наших детей во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, слава Богу. И мы благословляем в лице Натальи Дмитриевны, Ларисы Леонидовны, всех служителей детского служения, чтобы Господь их использовал. И также мы благословляем Марину, нашу сестру. Марина здесь была. Марина, которая занимается с подростками. Мы благословляем их, чтобы Господь изливал, чтобы помазание то, которое Он даровал через Духа Святого, оно больше высвобождалось через учителей, через наставников, чтобы наши дети были действительно народом Божьим, который называется Христовыми, чтобы они несли славу Божию по всей земле, до края земли. Аминь? Аминь. Слава Богу. И у нас есть еще другая часть служения, когда верующие в Иисуса Христа, люди, которые заключили завет с Господом, они научены принести свои десятины, свои приношения в храм Божий, дабы в нем была, чтобы была пища, чтобы все нужды были восполнены. И когда мы это делаем, мы наш завет в силе. И я благословляю вас, чтобы вы оставались верными. Если еще кому-то не открыто служение десятин, служение приношения, молитесь, и Господь вам откроет. И через это придут благословения в вашей жизни не только в финансовой стороне, но и в духовной. И я сегодня хочу молиться за даятелей, за тех, кто в этом завете с Господом, и за то, что у нас в нашем доме есть пища. Сегодня у нас проповедуется с кафедры Слово Божье. У нас есть музыкальная аппаратура, где могут служить служители музыкального служения. У нас есть столы мягкие, стулья мягкие, то есть у нас есть свет, и сегодня у нас идет стройка. Это слава Божья, это благословение. Это мы все с вами собрали. Это мы все с вами остались верными в своих десятинах и приношениях, чтобы это сегодня стало реальностью. У нас будет красивая сцена, и вы сами посмотрите в конце, что для нас приготовил Господь, Отец Небесный. И поэтому я сегодня благословляю вас, вашу руку дающую, ибо написано в Слове Божьем, что рука дающего не оскудеет. И пусть будет преизбыток у вас, чтобы было у вас что уделять нуждающимся. Я также благословляю тех строителей, тех людей, которые сегодня трудятся в нашем строительстве. Я благословляю их сердца, чтобы они были открыты для Слова Божьего, чтобы если они неверующие люди, пусть они примут, пусть они познают Бога любящего, Бога Искупителя, Бога Спасителя, который дарует надежду вечной жизни. И я благословляю все финансы, которые сегодня будут давать, будут отправлять через мобильный банк, чтобы они были очищены Господом Богом, чтобы была мудрость нашим служителям, тех служителям, которые ответственны за эти финансы, была мудрость, как правильно ими распоряжаться. И пусть это все приумножится, это благо приумножится в вашей жизни, в жизни нашей церкви. И пусть Бог вас обильно благословит. Будьте благословенны. Аминь. И сегодня будет у нас делиться словом сестра Любовь Николаевна. Откройте свои уши, пусть ваши уши да будут помазаны, открыты, сердца ваши будут открыты. И это слово, пусть, которое сегодня будет посеяно на доброй почве вашего сердца, будут изменять ваши жизни, изменять ваши жизни ваших близких. И поэтому я вас благословляю. Добрый день, драгоценные. Я думала, что сегодня нас не совсем нет немножко, но смотрю, народ Божий пришел. Спасибо вам, драгоценные, что вы такие верные, несмотря ни на какую погоду, все-таки пришли.
места Писания. Но я буду озвучивать, хорошо? Я буду озвучивать, и кому интересно, он, конечно же, и желательно дома посмотрит. И все сверится со Словом Божьим. Тема сегодняшнего слова – возрастание сыновей Божьих. Мы посланы нашим Господом, нашим Царем с небес на землю. Для чего? Чтобы мы родились здесь по плоти, вначале физической, а затем, чтобы мы родились свыше и стали детьми Божьими, чтобы мы возрастали духовно, распространяли Его Царство, и, конечная цель, чтобы мы уподобились Господу нашему Иисусу Христу и правили с Ним в вечности. То есть мы с вами идентифицируем себя как дети Божьи, как сыновья Божьи. Дочь и сын – это одно и то же. То есть можно называть и женщин, и девушек, это также сыновья. Кто такой сын Божий? Это тот, кто был рожден, не слишком громко, нет? Потише буду говорить. Это тот, кто был рожден через Слово и Дух. А в Иоанна 3:5 написано «от воды и духа». Любой рожденный от нас физический ребенок, вообще согласитесь, что духовный младенец, как вы думаете, это во Христе, духовный младенец во Христе, он является сыном? Да, точно так же, как любой рожденный от нас физический ребенок, вне зависимости от возраста, он новорожденный, или это будет подросток 12 лет, или там юноша 18, или уже взрослый мужчина, хоть 45, хоть 50 лет, это все тот же сын, да? Но отличие будет, в чем же оно? И оно будет проявлено в наших взаимоотношениях. Одного уровня будут у нас отношения с нашими сыновьями, когда они маленькие, родились, то есть когда они эгоисты, когда они только потребители, не нуждающие в нашей постоянной опеке, заботе нашей, чтобы мы постоянно вокруг назидали. И совсем другие взаимоотношения у нас с сыном, который уже вырастет, который станет мудрее, и его степень ответственности вырастет. Соответственно, конечно же, и у нас доверие к сыну возрастет. Аналогия отношений между физическими родителями и детьми точно такая же, она прямая, как и между Отцом Небесным и нами, детьми Божьими. В Писании описано периоды возрастания детей Божьих. Я думаю, вы их помните, но вкратце напомню. Первый период – это младенцы, совершенно верно, которые что? Питаются только молочком. Они не сведущие еще в слове правды, да, они не знают этого. И о них сказано в Галатах 4:1. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. И второй стих. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенным. То есть он всем обладает, но ничем не пользуется. Самостоятельно, я имею в виду. В этом периоде отец своему чаду доверить что-то серьезное не может. И тот огромный потенциал силы, власти, помазания, который был дан этому ребенку и при рождении, он уже все это имеет, при рождении свыше, пока не востребован и не может быть реализован. Согласитесь, что никто двухлетнему ребенку не даст винтовку в руки, правда же? Второй период роста – это юноши, написано в Слове Божьем, которые что же? Они сильны в Слове Божьем, то есть они знают Слово Божье и руководствуются. Они победили лукавого, победили злое, и их чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Они могут уже кушать пищу более твердую, да, твердую пищу. Как можно еще характеризовать эту категорию юношей? Они любят то, что любит их господин. И они ненавидят то, что ненавидит их господин. Руководствуются они уже не своими чувствами, не своими эмоциями, а руководствуются чем? Словом Божьим.
а не делатели, а не слушатели только. В Римлянам, 8 главе 14 стихе написано такое уточнение о сыновьях. Ибо все водимые чем? Духом Божьим, совершенно верно, суть сыны Божьи. Не попечителями, не домоправителями водимыми, а Духом Божьим. И третий период – это отцы, которые познали сущего, которые познали кого? Безначального. К этой степени познания мы с вами драгоценные и должны стремиться и стремимся. Это наша цель. Это уже люди, которые могущественны, которые сверхъестественно двигаются на земле и которые приносят реально небеса на землю. Как видите, Отец определил нам сроки для нашего возрастания. Но тем не менее, к сожалению, согласитесь, что некоторые из нас засиделись в детстве, и нет такого особого желания возрастать, не хочется брать на себя ответственность. Как бы, знаете, детстве оно беззаботное. Тебя кормят, тебя что-то тебе дают, обеспечивают, и как бы и хорошо. Но апостол Павел упрекает евреев. Это в книге Евреев, 5 глава, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первых начал Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Помните это записание, да? Это так все выглядит, если описать в общих чертах. Сегодня же я предлагаю нам углубиться в понимание, кто же такие истинные сыны Божьи и кто такие рабы Божьи. Правильная идентификация очень важна. Как вы думаете, звание и позиция Сына Божьего и раба Божьего, она равная в Царстве Божьем? Или одна из них выше? Если да, то какая? И всегда ли? Давайте разберемся. Вопрос не в том, как принято в той или иной деноминации называться. Сынами Божьими мы называемся в Евангельской церкви, и рабами Божьими называются те, кто ходит в православную церковь. А суть важна, суть вложена в это понятие. Начнем с детей Божьих, сыновей Божьих. Любой человек, любой из нас, физический человек, долгое время не знает, кто у него родится. Да и вообще, родится ли кто-то у него. Человек же не знает, а Бог знает. Он знает свое дитя до рождения и освящает его. Апостол Павел в послании Галатам 1 главе 15 стихе пишет: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью». Здесь мы видим избрание и призвание сразу. И это, драгоценное, касается не только апостола Павла, это касается нас тоже. Наше призвание и наше избрание, оно суверенное. Мы себя не выбираем. Нас выбрал Бог. Нет никого случайного родившегося, без цели и без предназначения. Ефесянам 1:4 четко об этом говорится. Так как Он, то есть Бог Отец, избрал нас в Нем, то есть в Иисусе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Я понимаю, что на слух немножко сложнее, потому что нету написанного текста, но я буду не так быстро читать, чтобы вы немножко уловили. Обратите внимание на два важных момента. Отец это сделал по благоволению Своей воли. В основании этого лежало что? Вечная Божья любовь, конечно, агапе. От нас факты рождения вообще что-то зависит? В физическом мире наше рождение от нас никак не зависит. Бог нас избрал в Иисусе, и мы родились от физических родителей в этот мир в определенное время, в определенном месте. Никто из нас там себе не выбирал, место родителей и так далее. А как обстоят дела с нашим духовным рождением? Мы снова в него удел, то есть мы не причастны или имеем отношение? Бог избрал нас
в Иисусе, да, как мы уже прочитали, мы стали Божьими детьми по благоволению Отца. То есть, благодаря Его доброму к нам расположению, желанию Ему и Его нам добра, Его милости. Это Божья часть. Но есть и наша часть. Мы становимся детьми Божьими верою во Христа. Галатам 3, 26 об этом говорит. Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Мы сыны по вере во Христа Иисуса. Подтверждение давайте еще Иоанна 1:12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Итак, рождается от Бога и становится детьми Божьими только те, кто верует в Иисуса Христа и в Его имя. То есть Бог избрал нас, благоволил сделать нас своими детьми, и мы в ответ откликнулись на Его любовь по вере в Иисуса Христа. Мы, знаете, приписывая себе такую великую заслугу, не стоит. Награду за рождение свыше мы с вами не получим на небесах. Спасемся, да. Мы получим награду только в том случае, если мы будем жить по заповедям Божьим в соответствии с Его словами и принесем достойный плод, зрелый плод, плод святости и плод любви, который включает 8 граней. Вы знаете, я не поленюсь повторить, что это за 8 граней? Какие грани? Правильно, я слышу уже некоторые. Веру, мир, радость, кротость, благость, воздержание, долготерпение, милосердие. Это и есть плод. И второй момент, на который я хочу обратить внимание, это то, что рождение свыше, а значит и усыновление, невозможно без Иисуса Христа, нашего Господа, который пошел на крест, чтобы нас искупить. Ни один человек, ни один не был рожден свыше до Голгофского креста. Это стало возможным только после смерти Христа и после Его воскресения. Поэтому написано, что наименьший в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя, самого величайшего пророка всех времен. Что же такое драгоценное рождение свыше? Когда человек рождается свыше, в него входит Дух Христов, Дух Святой. Входит духовное семя нового творения, это творение Кайнос, такого творения, которое раньше никогда не существовало, совершенно новое. И с этого времени человеку надо учиться жить совершенно по-новому. Ему предстоит учиться этому, потому что с категории бесправного раба, кем он был, кем мы с вами были, одномоментно переходит в категорию Сына Божьего, а значит и наследника. Разная позиция Царства Небесного? Безусловно, совершенно разная. 8 глава Римляна 16 стих звучит так. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, который называем Абба Отче». Какой Дух? Вы знаете, там выше написано, это Дух усыновления. Это Дух усыновления. Дух Сына – это и есть ключик к нашему наследию, которое уже сейчас, здесь, живя на земле, мы можем принять. И Он называет Абба Отче. Но во времена эпохи Второго храма не только весь Израиль рассматривался как Сын Божий, но и отдельный израильтянин, который был рожден по плоти, который был потомком Авраама по плоти, да, он тоже считался Сыном Божьим и наследовал, соответственно, обетование. Но Иисус в Иоанна 8 главе четко разграничил усыновление и происхождение по плоти. Только тот, кто делает, вернее, начнем с дьявола, те, кто родились по плоти, это сыны кого? Дьявола. И они делают дела своего отца, дьявола, который является отцом лжи. Совершенно верно. Только тот, кто делает
принадлежит сынам его, Авраама, то есть. И только те, кто унаследовал живую веру Авраама. А Авраам это отец чего? Веры, совершенно верный, принимает Христос. Христос принимает тех, кто является сыном Авраама. И это семя Авраама, это семя обетования. Все обетования принадлежат сынам Авраама. Что нам дает усыновление драгоценное? Ну вот мы сыны, да сыны, мы так себе говорим, как мы сыны. А что ж нам это дает? Или по-другому я спрошу. Что нам с того, что мы стали детьми Божьими? Вроде бы такие, как все, ходим тут, живем вроде бы так. Сама спросила, сама и отвечу. Так как рождение свыше предполагает рождение от Бога через Иисуса Христа, то первое, что мы можем отметить, это получение такого дара, как жизнь. Жизнь – это дар. И 1 Иоанна 5:12 написано: «Имеющий Сына Божьего», продолжим дальше, «имеет жизни». Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Вот и все. Начнем с этого. Жизнь имеет тот, кто имеет Сына. Когда мы имеем Иисуса Христа внутри себя, мы имеем Его все внутри себя, да, мы как уже говорили, мы имеем в себе все Христово. Все, кто есть Христос. Все, что есть у Христа. Все, что делает Христос. И это драгоценно. Это и есть благая весть. Это надежда славы. Мы становимся сонаследниками и сопричастниками обетования Божьего во Христе Иисусе. Мы получаем право на наследие. В Галатах 4:7 написано: «Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Что мы наследуем с вами? Прежде всего, жизнь вечную. Матфея 19:29. «И всякий, кто оставит все», и там идет такой целый ряд перечислений чего-то, там родственники разные перечисляются, земли и все, что человек имеет. Ради чего оставит? Ради имени моего. Получит во 100 крат более и наследует жизнь вечную. Жизнь вечная что такое драгоценное? Это знание Бога. Это наличие с Ним взаимоотношений. Что еще мы наследуем, как дети Божьи? Матфея 5:5 Иисус говорит: «Вот я наследую землю». А Матфея 25:34 небесное царство, уготованное от начала мира, царство света. А в Откровении 21:7 идет такое уточнение: побеждающий наследует, получит все. Все получит. Вспомним, что можно быть наследником и не пользоваться. Да? Ничем наследством не пользоваться, если остаться в детстве и не возрастать духовно. Чтобы нас кто-то водил за ручку. Что же мы еще, какое наследие мы получаем? Право называться кем? Детем Божьим, Сыном Божьим. И взывать Ава Отче. Что такое Ава? Это Отец, совершенно верно, это Отец. Это обращение к Отцу, но очень возвышенном стиле. И вы знаете, не все могли к этому и имели право обращаться там. Только рабы не имели права так говорить. Понимаете? А мы имеем это право. Взываем Ава Отче, нас Дух усыновления так говорит. Что еще? Право быть членом семьи Божьей и называть Иисуса старшим братом. Да? Иисус же неоднократно называл учеников своими братьями. Называл, он неоднократно. Право стать частью народа Божьего. 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих, я зачитаю. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». И там дальше идет. «Некогда не народ, но ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Вот кто мы сейчас. Какое право? Еще у нас есть право, мы имеем власть. Как кто? Как дети. Дети Божьи, я имею
каждый из вас имеет. И мы это местописание уже говорили сегодня, Иоанна, 1 глава. А тем, которые приняли его, верующим им дает власть быть чадами Божьими. Что еще? Возможность делать все по благодати Божьей, а не своими силами. Почему? Потому что полнота благодати теперь в нас. Бог нас излил благодать, Он и есть благодать Иисус. И это все нам дано по милости Божьей, по Его любви, по Его благости. Судьба вечности любого ребенка Божьего строго зависит от того, как он повинуется воле Божьей, живя здесь, на земле. Это все определяет. Наша эта коротенькая жизнь определяет то, кем, где, в каком статусе мы будем в вечности. Если кто строил свою жизнь, свое служение из золота, из серебра, из драгоценных камней, и строил на чем? На твердом основании, на камне. Строил строго по проекту самого главного, самого лучшего архитектора. Слушал и исполнял Слово Божье. Если он бежал так, чтобы победить, а не плелся, то не только спасется, но и получит награду. Награда победителя и будет с Господом править в вечности. А если строил кто из сена, из соломы, ну, с подушек материала, а сегодня так и это, и он и строил это на зыбком основании, на песке написано слово, то его дело не только, оно разрушится, или оно сгорит. И он потерпит, конечно же, урон. Хотя сам спасется, но как бы из огня. Знаете, что из огня? Головешка. Да? Вот такой. А может не спастись, драгоценные. Это ходьба по канату. Опасно оставаться в детстве и не развиваться. Возможно скатиться обратно, откуда ты был поднят. Сыновья Божьи бывают разные. Мы это видим в Писании. Яркий библейский пример – блудный сын. То есть есть опасность растранжирить свое наследство, не оценить его по достоинству, отнестись легкомысленно к своему званию, к своему призванию, к данной нам власти, к позиции, принадлежности к Божьей семье, Божьему народу и так далее. Это и категория старший сын, который зарабатывает отцовское благословение в себе своим трудом, своим послушанием, исполнительностью, но который не имеет личных отношений с отцом и жил в обидах, ничем не пользовался, наследие для него было чем-то далеким, а потом, когда это будет. Отец ему сказал, что он сказал? Он так и сказал такую фразу, однажды она мне просто вот все пробила. Все мое твое. И это выражение «все мое твое», оно в равной степени относится к нам, драгоценным. Мы сонаследники со Христом. Все, что есть во Вселенной, принадлежит тому, кто сотворил Вселенную. А значит, все это чье? Мое, говорите, мое, наше в общем, мое. И мы должны себя идентифицировать как сыны Божьи и как наследники Божьи. Быть сыном Божьим – это высочайшая честь. Но рождение в Божью семью – это начальная, а не конечная точка. Можно, как я сказала, остаться младенцем долгие-долгие, но можно расти духовно постоянно, стремиться к высшему званию во Христе Иисусе. Быть сыном Божьим – это также величайшая ответственность. Согласны? Ведь необходимо и внутренне соответствовать званию и не позорить имя своего Отца. То есть жить по свете, жить по послушанию Богу, жить в мире, жить в любви друг к другу, отделиться от греха, от идолопоклонства и так далее. Итак, с сынами, я надеюсь, мы с вами пробежались более-менее, все стало ясно, кому не было ясно. Кто же такой раб Божий? Если сыновья мы с вами рождаемся по избранию Божьему и Его благоволению через Иисуса Христа, по вере в Господа Иисуса Христа, то рабами Божьими мы становимся по нашему выбору из-за любви и богопочитания. Общепринятое понятие раб – это что? Это невольник, который лишен свободы,
который прав лишен всякого человеческого достоинства. Это просто орудие труда, это частная собственность господина его. И такое непонимание, оно действительно справедливо, если речь идет о рабстве человека человеком. Что было в ветхозаветные времена, во времена жизни Иисуса. Официально цена раба была установлена Моисеем, она была, кто помнит, сколько секлей? 30. А Иосифа продали вообще за 20 секлей серебра. За 20 секлей. То есть раба продавали как вещь. Вот оценили ее столько, за столько продали. Но Бог не устраивает в принципе раболепские отношения между собой, как Творцом, и человеком. Он Сына Своего отдал, чтобы выкупить нас из рабства сатаны. И Иисус добровольно пошел на крест ради отношений с нами, ради любви, ради того, чтобы мы в своей свободной воле выбрали Его как личность и полюбили, и прилепились к Нему всем сердцем, всей душой, и чтобы мы все делали из любви к Иисусу, во славу Его, а не из-за страха наказания или из-за рабского послушания выполняли предписанный закон. Богу не нужны бесправные невольники, рабы. Но как объяснить тогда, что апостол Павел, апостол Петр, апостол Иаков, апостол Иуда называли себя в послании рабами Бога или рабами Иисуса Христа? Обращали внимание на это? Обычно идет это, допустим, 2 Петра 1:1. Там обязательно быть в любом послании идет, что он обращается, что я раб. Означает ли это, что у апостола было с Господом отношение, как у раба и хозяина? Хозяин ставит задачу, и раб послушно выполняет. Конечно, нет. Они были друзьями Господа. Они были, он их называет своими детьми, в некоторых местах Писания, своими братьями, своими учениками. А в Римлянам 6:16 написано, апостол Павел пишет: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха в смерти, или рабы, или так без рабы, подразумевается, послушание праведности». Нету еще там 3-го, 4-го варианта. Рабы греха в смерти или послушание праведности. Падший человек, он являлся рабом чего? Рабом греха, рабом смерти, рабом там тления, рабом своих страстей, да, каких-то. До тех пор, пока он не был искуплен, и он стал рабом Богу и рабом праведности. И в Римлянам 6:18 написано: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Что такое праведность большой буквы? Это наш Господь Иисус, мы Его рабы. Истинные рабы Божьи – это служители света, служители правды и истины. Это рабы любви. Слышали такое выражение? Рабы любви, слышали? Да, это написано в Слове Божьем. В Исходе 21 глава. Но если раб, значит, смотрите, раб работал 6 лет, и 7-й год его хозяин должен был отпустить. Но если раб привязывался к хозяину и готов был всю жизнь оставаться рабом, тогда он отказывался от всего, что прочиталось. А ему, кстати, прочиталось все необходимое для устройства своего хозяйства, чтобы жить отдельно, обособленно. Если он отказывался, ему прокалывало ухо косяку дверей, и он тогда навсегда добровольно оставался, назывался рабом дверей. И Иисус, как совершенный слуга, возлюбил нас с вами настолько, что вместо свободы выбрал Голгофский крест. И Филиппийцам 2:7 написано: «Но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек». Вот наш пример, которому мы должны подражать. Образ кроткого, образ послушного раба. Мудрый человек, он добровольно отказывается от своего выбора и становится рабом Господним. Призыв Иисуса «Отвергни себя» включает и то, что наш выбор закончился. А призыв «Возьми крест свой» означает полностью согласиться с Божьей волей для себя.
добровольно свою волю подчинить воле Божьей и в этой воле жить. К тому же хороший раб драгоценный, он не только следовал воле Господина и тщательно исполнял все, что он ему было верено, но он знал еще наклонности и характер своего Господина. Он старался ему угодить, правда же? Поэтому выражение «раб Господень» или «раб Богу» выражает предельную степень преданности и верности. Запомните, предельная степень преданности и верности на английском власти. В то же время истинный раб Божий – это самый свободный человек на земле. Почему? Он уже не служит людям, и он не ориентируется на мнение людей. Слава человеческая его не волнует. Он все делает во славу Господа. Он не служит себе, своей плоти, своим похотям, хочу не хочу. Он умер для себя. Он служит только Богу, Его правде, милости, любви, истине. 2 Коринфянам 15 зачитал: Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода, совершенно верно. То есть там, где Дух Господень, что делает? Господствует. Там свобода. Это не анархия драгоценная. Если Дух Господень господствует в моей жизни, я нахожусь в подчинении Ему, и тогда я свободна. Если Дух господствует, не господствует в моей жизни, то никакой свободе не идет речь. Я нахожусь в рабстве. Только когда я становлюсь рабом Господа, только тогда я становлюсь истинно свободным. И слово, которое употребляется в Писании в Новом Завете, свободен, это элитерия. То есть не связан ограничениями, двигаться в удовольствии. Вот такая свобода. Истинное наслаждение. Свобода в Господе. Если бы мы с вами всегда помнили, драгоценное, какой ценой была куплена наша эта свобода, то не возвращались бы добровольно в рабство греха и рабство сатаны. А мы куплены с вами, как написано, дорогою ценою. Ценою крови Христа. Ценой Его жизни, Его смерти. Ценой Его безграничной любви. Он искупил нас у сатаны, у греха, у смерти и дал свободу выбора. Раб Божий, драгоценный, это звание, которое нужно заслужить. И не всякий Сын Божий является рабом Божьим. Духовный младенец, то есть незрелый сын, не есть раб Божий, так как он не исполняет волю Божию и не служит Господу. А если делает что-то, то делает отчасти, по-детски, тогда как истинный раб Божий, это однозначно Сын Божий. Только какой? Зрелый. И если мы хотим с вами проявиться как зрелые сыновья и явить Бога, как Иисус явил Отца, а Он явил Отца, да? Явил Отца, то нам нужно взрастить плод Духа, который являет характер Христа. Облечься, как написано в Колоссянам 3:12, в милосердие, в благость, в смиренномудрие, в кротость, долготерпение. Ну и, конечно же, любовь. То есть мы должны стать Словом, жить Словом и жить и проявляться как Слово. Это о рабах написано в Откровении 22:3. И ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога и Отца будут в нем. Где в нем? В небесном Иерусалиме. И рабы его будут служить ему. И узрят лицо его. И имя его будет на челах их. На челах рабов написано. Будет написано имя Бога. И они будут иметь с ним общение. Надеюсь, что понятно, но я повторю все-таки. Есть отличие между этими категориями сын и раб. Раб Божий – это всегда Сын Божий. А вот Сын Божий не всегда является рабом Божьим. Только если сын зрелый, тогда можно ставить знак равенства. Процесс возрастания есть и в физическом мире. И он есть точно так же в духовном мире. Попробуйте уловить это, потому что из недопонимания этих библейских принципов вытекает много разногласий в церкви по разным вопросам. Пожалуйста, попробуйте уловить
мысли. По каким вопросам? Я приведу пример. Например, вопрос. Мы спасены однажды и навсегда? Или со страхом и трепетом нам надо возрастать в спасении? И то, и другое утверждение легко, я хочу сказать, доказать, избирательно следуя местам Писания. Или такой вопрос. Мы светлые, праведные и совершенные уже сейчас, раз и навсегда. Или святой да освящается, а праведный творит правду еще. Еще вопрос. Мы очищены кровью Христа от грехов и беззакония раз и навсегда, прощением раз и навсегда, 2000 лет назад. Или нужно ходить во свете, в общении друг с другом, чтобы кровь Христа омывала нас, и мы очищались от грехов таким образом. И нужно исповедовать свои грехи, как написано в Иоанна 1 главе. Или, как понять? В Римлянам 6:11 написано: «Почитайте себя мертвыми для греха, а вы таковы и есть». Мы ж умерли. А в Колоссянах 3:15 написано: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, похоть и так далее». Потому что все это есть идолослужение. И также апостол Павел пишет, что «я каждый день умираю». Так умер же. И так далее. То есть на первый взгляд, здесь, кажется, есть противоречия. Но на самом деле, драгоценные, никаких противоречий нет в Писании. Просто некоторые из нас открыта одна грань, а другим другая грань. Нет полноты в откровении и познании. И поэтому, цитируя Писание, каждый стоит на том, что ему открыто. Так и появляются противоположные точки зрения. Доказывать, спорить между собой точно не стоит. Мы призваны жить в мире, друг с другом, в любви. И разногласия и понимания, они были, есть, они и будут. Главное, чтобы не впали в ересь. Чтобы понять и ответить на поставленные вопросы, которые я только что озвучила, я вначале спрошу вас. Скажите, ранами Иисуса мы исцелены? О, слышу утвердительный ответ. Да, это совершились акт на кресте. А зачем тогда, драгоценные, мы молимся за исцеление, если мы уже исцелились? Или мы не болели, может? Тогда покажите хотя бы одного человека, который будет совершенно божественным здоровьем. И второй момент скажу еще. Иисус распял проклятие на кресте. Распять? В Галатах 3:13 написано, да, проклят всяк, висящий на двери. Так почему мы разрушаем проклятие, мы видим действия их в жизни, если они уже распяты? Или в 1 Коринфянам 1:7 написано: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Скажите, вы видели церковь Божию, которая не имеет недостатка ни в каком даровании, где все 9 даров в полноте, в полной силе функционируют уже сейчас? Видели? Нет, увы, не видели. Мы с вами, драгоценные, каждый индивидуально еще становимся теми, кто мы уже есть. Мы становимся той церковью, что мы уже есть. Поэтому универсальный ответ на все эти вопросы будет звучать приблизительно так, с моей позиции. Ничего, что сделал Иисус на кресте, автоматически в нашей жизни не действует. Все, что сделано, должно быть непосредственно активировано в нашей жизни чем? Верой, совершенно верно. Верой. И нам каждому надо взаимодействовать с Иисусом, чтобы эта духовная реальность, она стала нашей физической реальностью. Бог назвал нас праведными и святыми. Наша праведность – это праведность Христа и также святость. Она не зависит от состояния нашего духа, души и тела. Это факт. Мы уже есть такие. Но, большое, жирное но. Через процессы мы продолжаем входить в то, кто мы есть. Поэтому святой да освящается еще, праведный творит правду еще. Процесс
процесс. Гусеница – это будущая бабочка. Она должна пройти преображение, метаморфозу. Другой пример. Царство Божье в нас есть. Аминь? Аминь. Но есть ли полнота царства в нас? Мы не проявляем ее. Когда придет царь, тогда и свершится полнота. Уже сейчас вся сила в нас, сила воскресившая Иисуса в нас. В Ефесянам 1 главе мы читаем. И нет ничего больше силы воскресения во Вселенной. И вся слава в нас. Почему? Да потому что Иисус. Надежда славы в нас. Но так как совершенное еще не настало, в полноте сил будущего века мы пока не движемся. Движутся единицы во всем мире в этом. Нам уже даровано от божественной силы все потребное для жизни и благочестия, написано во 2 Петра 1 главе. И это правильно. Но имеем ли на самом деле мы проявлены в своей жизни то, что здесь написано? То есть, с одной стороны, да, а с другой стороны, мы в это не ходим, не проявляем. А если бы мы это все имели, то тогда, извините, зачем мы просим исполнения каких-то восполнений нужд? Но Иисус говорит, просите, и дано будет, стучите и отворят, возложите заботы на меня. Надо нам с вами просить то, что нам дано, чтобы оно материализовалось, оно проявилось. Мы с вами никогда, драгоценные, не достигнем того уровня на земле, где все будет укомплектовано на 100%. Мы ни в чем не достигнем полноты. И будем во всех качествах, во всех гранях, во всех характеристиках возрастать. Понимаете, возрастать. Наш дух, он имеет такую духовную способность вместить то, что приходит к нему, а он соединен с Господом, да, с Духом Господним. Он со скоростью света может принимать все, что дает ему Господь, Дух Господень. Но вопрос в том, имеет ли такую способность наша душа. Она не может так быстро принять, а тем более не может наше тело. Понимаете? И это все процесс. Притча 4:18 написано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Глядишь, и наша тоже посветлее день. Что мы видим? Это тоже процесс описанный. Светлее, светлее, светлее. Я полагаю, вы согласитесь, что духовный младенец, рожденный свыше постели, в один день не становится зрелым сыном Божьим. Согласны? Он не становится рабом любви в один день. Он не становится невестой, любящей и знающей своего жениха. Поэтому, драгоценные, не заблуждайтесь. И не позволяйте, чтобы вас водили обольщением, что все по благодати, а мы вообще тут ни при чем. В любом ребенке есть определенный потенциал. Например, ребенок в семье музыканта может родиться с потенциалом стать великим музыкантом. Может? Может. У него все для этого есть. Что для этого нужно? Руки есть, музыкальный слух есть, способности, дар от Бога, разум, все есть. И если родители, они будут развивать, вкладываться в ребенка и отдадут его в соответствующее музыкальное учреждение, будут с ним заниматься, если ребенок при этом со своей стороны будет также прикладывать усилия, каждый день музицировать, усидчивость, дисциплину и так далее, то да, получится. Потенциал реализуется, и он может действительно стать великим музыкантом. А если такой же ребенок, точно с таким же потенциалом, в силу обстоятельств, окажется в семье необразованных родителей, или, скажем так, асоциальных каких-то родителей, которые развитию ребенка должного внимания уделять не будут. Или же с родителями все в порядке, но сам ребенок попадет в такие неблагоприятные окружения друзей, окажется зависимым алкоголиком, наркоманом, или просто проявит элементарную лень. И этот потенциал так и останется, что? Нереализованным. То есть потенциал-то он был, потенциал есть, но нужно соблюдать некие условия, и нужно время для реализации этого потенциала. Бетховен, Моцарт, Пушкин родились с потенциалом гениев, и они их реализовали. А сколько таких гениев остались нереализованными? Одному Господу известно. Я думаю, что много.
Вот так и нам. Дано все. Но дано где? Как? В потенциале. Нам дано все в потенциале. И реализация – это процесс длиною в жизнь. У нас с вами есть стимул осознанно возрастать в рабов Божьих. Я на этом слове «осознанно» делаю ударение. Осознанно. Из младенца возрастаем в зрелого Сына Божьего. И своевольного, не исполняющего волю Божью, не знающего Бога, послушного, исполняющего волю Божью, знающего Отца, имеющего взаимоотношения с Ним. Мы возрастаем из раба по принуждению в раба любви. И уже исполняем заповеди не из-за страха наказания и даже не из желания получить награду, как наемный работник зарабатывает, а как? Как истинный сын. Исполняем заповеди, потому что мы любим Бога. Возрастаем из невесты, которую любит жених, в ту, которая не только любима, но и сама жертвенна и любит жениха. Немного в Писании драгоценно, я проверила, посмотрела внимательно, вроде бы, удостоились именоваться рабом Божьим из уст самого Господа. Кто это был так назван? Авраам, Моисей, Иов, Иаков, Давид, много раз, по-моему, больше всех. Рабами названы Божьи пророки, народ Израиль, как сам народ, ты раб мой, встречается неоднократно, и сам Господь Иисус назван рабом. И дай нам Бог с вами удостоиться услышать, как написано в Матфея 25 главе, 21 стих. «Хорошо добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя оставлю. Войди в радость Господина своего». И не дай нам Господь попасть в категорию лукавый и ленивый раб. То есть человека, искупленного кровью Христа, но впоследствии оказавшегося формальным рабом, негодным рабом. Называть себя рабом Божьим и быть таковым, согласитесь, это разные вещи. Да и никто из нас, всякого случае, я не слышала, вот здесь, в церкви нашей, так не представляется, я раба Божья. Мы обычно говорим, если даже кому-то и говорим, я христианка, там, да, или я верующая, да, если спрашивают. Верно. А перечисленные библейские герои и апостолы говорили, дерзновенно говорили, я раб твой, или я раб Божий. И имели на это право, так как служили жертвенно Господу во славу Его. Процесс преобразования в раба – это результат плодотворного сотрудничества Господа с нами, с Его детьми. Ну, при одном условии – нашего желания к этим переменам. Вы согласны? Аминь. Тогда слово на этом все сегодняшнее. Я предлагаю буквально минуточку помолиться за то, чтобы это, казалось бы, простое слово, но чтобы оно принесло свои плоды. Хорошо. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за эту великую честь, которую Ты удостоил нас, называться детьми Божьими, быть чадом Твоим, иметь власть эту, Господи, называть Тебя Ава Отче, Господь, иметь то огромное наследие, которое Ты нам дал во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, Господь, за это. Мы ничего не заслужили этого. Но мы родились в Твою семью. По благоволению Твоей воли, по Твоей милости, по Твоей любви, Господь, бесконечной. Ты все это для нас дал. Ты искупил ценой жизни и крови Христа. Благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя, Господи. И мы молимся сейчас о том, чтобы никто из нас не оставался в младенчестве, чтобы каждый проходил те этапы, которые определены в жизни, чтобы проходили эти процессы, Господь, смирений и возрастали настоящих истинных сыновей и рабов Божьих, рабов любви,
чтобы каждый из нас дерзновенно мог приходить к престолу благодати, к престолу милости и говорить: я раб Божий. Чтобы мы служили, Господь, всем сердцем, с кротостью, на славу Твою. Да будет достоин каждый из нас услышать свое имя: добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. Благословляю вас, драгоценные, миром, любовью и радостью. Драгоценная, я как-то не особенно смотрела в зал, сейчас могу посмотреть иногда. Скажите, есть ли кто-то желает принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя? Может, кто-то никогда в жизни не приглашал его войти в его сердце, но он уже готов для того,